Вы в прямом эфире. Торсон. Hello. Hello. Как по-белорусски добрый день? Ай, вітаю. Вітаю. Вечер добрый, Вітай, можно вітай. сказать, и вітаю. Так. Ну что, подорожничаем, покуль нікого нема, можна матюкатися. Пиписька. Это моя приватная. Это моя фішка. Попрошу не використовувати. Извиняюсь. Так, зараз. Направляемся в сад молодежи. Да. Или парк Серегишек, как он еще называется. Вот тут вот Напившись картофельного фреша, мы довольно готовы погулять. Чудесно. Зараз ідемо, ми отримали вже перший лайк. Я не ведаю, від кого, правда, я не бачу. Осторожно, мене вчора нібито машина не збила. Это ты на... Андрей, Мне очень вітаю. нравится слово «осторожно». Осторожно. Это по-белорусски Осторожно, да. осторожно, осторожно. Двери зачиняются. Так, куди ми йдемо? Да, в парк Серегишек, Который Сад раньше молодежи. назывался парк молодежи сад молодежи. в советское Ми время. йдемо у парк. Ми сьогодні подорожничаємо по Вільнюсу. А у мене три незвичайні просто сяброки сьогодні. Мої литовські сябри, слухайте, це кльово, тому що я другий день у Литві, але у мене вже три сябровки. Тому динаміка вельми така чудовна. Так, йдемо по парку. О, ну слухай, світло. Да, здесь Учора- очень красиво. Так, вчора з Криму писав хлопець, що ви не економні, у вас світло. У нас Евросоюз обогревает. Я б хотіла так само бути в Єврозв'язку. Але, на жаль, зараз така диктатура в Україні, що ми тільки марити можемо об этом. Так, чекаємо сябров наших, ми потрошку йдемо. Сьогодні будуть жарти, тому що ми жартуємо вже амаль годину, тому у нас весело все. Все весело. Там 3 креста. А мы вчера Ми снимали вчора вот бачили креста. хрести. Я сьогодні не розмальована, тому що дощ. І нема сенсу малювати собі очі, тому що я буду подобрана на маленьку панду. Да, вот я тоже подумала, поэтому не красилась сегодня. До речі, ви бачите зараз, Грета, до речі, дівчин звуть Грета, і я ще одна Грета, И Аурелия. і Аурелія. Я запам'ятала. Да. Вельми чудовне ім'я, таке незвичайне, пригожее. Греческое. У мене так само Алена, це з Греції, Да. що означає сонячне. А мое имя означает золотая. Но мы с тобой, коли об'єднаємося, я буду світити, а ти підсвічувати. Да. Як завжди, у мене вайбер працює. Хоча я його вимкнула і не ведаю, чому я дає повідомлення. Две Греты ушли в сторону. Так, Вы две гречки, а не Карлос, перловки. русишкой. Заловки, блин. Никакие заловки. Пярлас, кейп. Пярлас. я так розумію, Этот, как его? вони спробують Блядь, ой, перекласти. извините, первый французский. Ракушки бувають, коли відкриваєш. Не ракушки, а... Ракушки? Короче кажучи, вони перебирають російські слова. Они не могут найти подходящее. Нет, ну блин, я ж знаю. Так, вот эти вот белые фигурины, которые бывают в ракушках. Как они называются? Жемчужина. Да. Две жемчужины, да. блин. Наше имя, Грета, переводится как жемчужина. Дон, а до этого перловка? Перловка. Перловая жемчужка. Ну, перловка и жемчуг это как-то, разные позиции, я бы Ну, видишь, сказала. по-литовски вот жемчужина, пярлас. И вот не могли перевести, у нас первое слово это перловка. Перлас? Пярлас. Перлас. Как я. Пя. Перлас. Да, вот. Перлас. Ну, логично, перловка, да, так само. Транскрипция. Пишите латиницей, а потом будем отгадывать, як это все чудовно. Да, маленький курс литовского языка. Но перловка и жемчужина – это розовые позиции, кажу, да. Ну да. Бачиш, ідуть дві перловки. Тому сьогодні смішного вечора насправді. Тому я ведаю, що чудовний вечір. Ми зараз йдемо по парку, я не ведаю, як він називається. Сад молодежи. Сад молодежи. В советское время назывался. Теперь Сад просто, молоді. называется Серегишек парк.
Рейкерский парк по-другому, да. Здесь вообще красиво, только не вижу, что у тебя подсвечивали фонтаны. Да, тут в летнее время бывают фонтаны подсвечиваемые, то что вот впереди есть как бы круг. И то есть там бывают прям как музыкальные представления иногда вечерами по субботам. И также проходят. Вам пишуть бусечки, ви клас. Гэта наші перловки. Перловочки, перновочки. Это для перловочек? Да. Я тільки не ведаю, чому у мене така зараза, і я на не хочу фокусувати. Вельми дренно фокусую. Іде дощ, тому пробачте, трошки і телефон я так несу осторожно, але все одно я його трохи збиваю, стабілізатора нема. Гэта буде наступна моя покупка. Ну, дівчонки, ви жемчужини з України прийдуть. Роман Черний, дуже дякую, щиро дякую з Білорусі. Пробачте, з Вільнюса зараз, від білоруськи. Так буде коректніше. Шукаємо пригоже місце, йдемо зараз по парку. И на фоне литовский язык. Так, литовські. Ну, гэта мовы ліцвінаў, тому вивчаємо потроху. Я ведаю, що перловка означає жемчуг у литовській мові. Зараз трохи фокус наладиться, тому що телефон тільки вмикнула, він ще не ловить так добре, тому я впевнена, що далі буде трансляція йти лепей. Зараз ми трохи його стабілізуємо, щоб він ловив. Мінус того, що немає стабілізатора, він починає його трясти, перетрахує, як кажуть у Білорусі, і, на жаль, збивається трансляція. Перетрахує. Это каже президент мой так. Перетрахует нас. Что? Кто? Ой, ее президент перетрахивает. Не мяни. Я вот попала на такой очень сильно интересный интернет. Там, где я всегда интим. Аурелия пошлый человек, извините. Я зараз поясню для моих несведомых литовских собрал, что перетрахивать это не то, что вы подумали. Просто в белорусской мове трясти это трясти, а перетряхивать будет перетрахивать. Походу, меня Жень всегда перетрахивает. Вот. Вот именно это. И не то, что вы зараз подумали. Зовсім не то. Не все правильно Нас подумали. періодично трясе. Періодично, коли можна так казати. Нет, нас впереди. Слухай, і ось іди, розумієш, я ж не можу дихнути на екран і на монітор, що я абсолютно циррозую. Вони ж подумають, що ми були у кав'ярні, пили вельми смачну каву. Я сьогодні брала для себе з карамелькою, мені було вельми смачно. Смачно? Вельми смачно. Ай. Я навіть з'їла усю пену. У латешки. Ну, у нас вот именно фишка, вот эти вот новые, как бы, New Wave, то, что вот именно у нас модно в Литве брать себе кофе, где-то ходить, то есть именно на вынос, и кофе это как бы современный мейнстрим. Отпочивать. Да. Но я приучаю теперь по-другому. Надо куда-то выезжать, выбираться. Сидеть дома. Вот сегодня плохая погода. Но мы Мы поехали на поехали на шашлыки, шашлыки. да. Ну, розповідіть, як ви на шашликах, поки ми йдемо по такій дорозі, я не бачу такого особливого, я бачила там, далі буде нещо цікаве. Розповідіть, сьогодні дощ, холодно, а яни їдуть на шашлики, Было все так. на вулицю. Одна из перловок решила, надо поехать на шашлыки. Другая согласилась. Аурелия, конечно, тоже за. Ну, это всегда. Аурелия замариновала То есть мясо. день не перетрахнула, то, що на вулиці дощ. Да. У меня температура, я больная, но я не буду сидеть дома. Я сказала за, и мы поехали. Началось все с дождя. Очень долго не могли Началось разжечь все с того, пламя. что я попросила приехать ко мне, потому что собаку надо было забирать с ветеринарной клиники. Да, мы еще потискали собаку, а потом поехали. 1,5 часа пытались разжечь Вот. огонь. Дошло чуть-чуть не до черной магии, тогда уже у нас начался хоть немножко огонь. Ну и понемножку мы пожарили мясико. Все-таки шашлыки страшная сила. Да. Я забрала собаку после операции. Но это не связано то, что Грета взяла после операции собаку с шашлыками, если что. Яка тема на ніч. Аби пожрати. Да, все лишнее мы забрали на мясо. Да. А я вам зараз розповіду, тому що ми Так сиділи що- у кав'ярні. Так что приезжайте в Литву, будет весело.
Вельмі, асабліва калі чуєш, як яны на расійскай размаўляюць, гэта просто цирк на дроце, насправді. Я іх слухаю, я разумею, што яны просто мову так, ну, падбіраюць словы, але мне вельмі смешна, тому што... Ну, потому что так как в Вильнюсе у нас и литовцы, и То, что я рассказывала есть вчера. русских, Вечер и добрый, у нас Егор. именно этот разговорная речь, мы как бы немножко переводим с литовского, русифицируем слова. Потому Так. у нас некоторые слова реально странно. Звучит, например, для русских. Ну, допустим, вот как мы наприклад, вчера Грета, уже ну, скажи рассказывала. переможці. Пирожмовцы. Скажи по-нагобигеба. Ой. Ну, извините, не могу я выговорить правильно. Ну, пирожмовцы, ну... Пирожмовцы у нее. Пирожмовцы. Пиромога, вот. Геленджик. Могу сказать вот некоторые слова. Так, тому, ну, атрымліваецца насправді вельмі весела з імі, тому што я калі чую, як яны размаўляюць. Нашыя справы добра, я павярнулася з навучання і зараз я гуляю. Калі ўсе адпачываюць у сваіх койках, я таскаюсь па вуліцы у дождж з дзяўчынамі, я іх таксама выцягнула. Мне, ну, спачатку было вельмі жалка, але яны самі захацелі, таму я не адпавядаю за іх і мне не сорамна, карацей кажучы. Яны самі мне навязаліся сёння, таму я не павінна ў гэтым. Насправді, ну, весело проводим час. Я вельмі задаволена, што я прыехала, тому што, па-першае, я атрымала новую інфармацыю, яна вельмі мне трэба зараз. І, па-другое, ну, насправді, я набыла сабе прыгожых людзей, сяброў. Вось мае дзяўчынкі, прыгажунькі. І мы сёння адпачываем, яны пагодзіліся сёння мяне правесці па гэтым цудоўным садзе і са мной пабыць трошкі, таму я вельмі ім удзячна за гэта. Так што нашыя справы ўсё добра, мы гуляем, з вамі адпачываем, але не вельмі доўга, таму што насправді вельмі холадна, дзяўчыны проста бачыць трэба іх вопратку, яна ўся мокрая, таму што яны з шашлыкоў вымаклі. Странно, понимаешь, вот погода ужасная. Зима. Но девчонки все равно выбрались на шашлыки. Без мужиков и сами все сделали. То есть girl power. Girl power. Я Да. наступного раза прыеду, але ўжо, напэўна, не ў зіму, а па вясне, і мы таксама будзем адпачываць. Поедешь с нами на шашлычки? Поедет. Слухай, ну, кошт пытання, насправді, $20. Я, ну, разумею, што ў выхадныя з'ездзіць, ехаць 3 гадзіны, ёсць сэнс, разумееш? Да. То бок я ў пятніцу увечары магу ехаць, і ў нядзелю, А у недели это что значит? Типа в субботу? Воскресенье. Ай. у нядзелю я магу ехаць дадому, у мяне віза 90 дзён, таму я могу себе дазволіць поездить. Ну, очень А интересно, это у у тебя неделю, потому что у неделю на польском тоже говорится, неделя, типа Неделя, как так. это воскресенье. Украінская будзе в неділю. Украинский я знаю. Так, і ў беларускай мове таксама недзеля. Интересно. Так, так. Но у тебя как бы неограниченное число въездов и выездов, да? Не, ну 90 дзён я могу быць у Еўразвязе. Ага. То есть, типа, ты можешь в любую страну уехать за Так. 90 дней в Так. Европе? Так. А, Ну, 90 дзён гэта на год, таму я абмежана візай самой. ага. Ну, гэта не страшно, То насправді. есть это считаются те дни, когда ты в Европе находишься? Так, Да. зараз у мяне мінус 3 дні будзе, тому що я Ага. приїхала вивчатися. Але я буду 20-го так само тут, 3 дня. І потім я ще буду. Что-нибудь придумаем? Так, треба Я буде так нечто думаю. замутити. Замутим. Контакты имеешь? Тому, сябри, гэта не останній раз у такой компанії. Видите, яно ж далі буде ще смачней і смачней. А моя матуля Ещё з я буду детками... приезжать тоже. Матулечка, ти не тільки з детками і собачкою, у тебе є ще 2 коти. Я пам'ятаю про вас, я повернуся додому, обіцяю. Я лежала під посольством, мені не дозволили зостатися, так що я спробувала. Я Котиков зробила все, що потискайте. могла. Котиков потискайте, это очень важно. Котики тискаються самі. Котики это очень важно. Так, 2 кота, у мене дівчина і хлопець. Тому ось таким чином. А що гэта за такое? Що за будинок? Это впереди здание Литовской академии искусств. Ми її, напевно, вчора бачили з другої сторони. городку. А зараз ми трошки збоку зайшли до її. Так, напевно, ми там були вчора. Ну ладно, ок.
Це, мабуть, судячи і по шуму. Задавайте питання, коли цікаво, тому що ми зараз йдемо по такому спокійному місцю, відпочиваємо. Насправді, ну, і я стомилася, і дівчини трохи стомилися, тому тут трохи вже мозок не працює. Ні, він працює, але не так, як хотілося б, звичайно. Металлхаусы падали. Тогда Це матюки? Нет, это не матюки. Вот ты второй человек, который... Вот я была когда в Минске, я не могла одного слова перевести на русский язык, тоже вот для белоруса. И я вот с подружкой спросила, говорю, как перевести вот такое одно слово? На меня матом кроете. конечно. Я виду, що Вот матюки, просто яны... здесь вот был такой дом, где был чекай. он заброшенный. Вот А я не наблюдала- бачу, мені... Да, Ага. Сейчас тебя не не видно. видно. Вот там Ой, сверху есть дом, пробач. который был заброшенный. Да, и там И очень лет 10 назад собирались Не мы бачу. там. Вот эмо, короче, у нас в Литве это было очень популярное движение. Да, и теперь этот дом уже построили. Да, то есть, типа, Поэтому такая, вот с меня такое удивление пошло. Пойдемо, мабуть, туди пройдемо, або Да, йдемо туди. Нельга. Ну, я просто бачу, що там далі а цікаві. у вас в Беларуси движение неформалов Есть. существует, да? Конечно. У нас різне. Ну так, наверное, Неформалы, кидайте ярко не лайки. выражено, да, у вас? А? Ярко не выражено. Ну, слухай, ну, у нас же ж ну, не зовсім така диктатура, що нельга опранатися або підтримувати які рухи. Але, ну, контролюю. То есть мама анархия. Ну, пару раз ти так покричиш, і тобі будуть питання до тебе з боку Почему? правоохоронців наших. Так я литовка. При чем здесь это? Ну, тим більше ти литовка. Ну так. Это тут ты можешь кричать так, Да, там могу. это небезпечно так Ай, кричать. да? Так. Интересно. Нельга. Потому что ты порушиваешь покой белорусов. Не Ой, разумеешь ой, ой, ничего. извиняюсь. Хотя нет. Мы тихая, толерантная нация. Мы не кричим. У нас нельга хлопать, топать и кричать. Боже, я бы там не вписалась. Архитектура Меня бы города. быстро в тюрьму посадили. Ты в архитектуру там никак не вошла. Не так тебя построили когда-то. Ой, Учора так само писали хлопці, нечто про сміття писали, що ну, коментари, а потім написали, що коли колесо у лужу не падає і його неможливо там знести, значить все добре. Это Я типа, зараз если, просто- если у тебя в луже колесо Так. не пропадает, значит все хорошо. Да. Ну, окей, типа, что яма может быть. ясно. Так что сказали, дороги у вас файные. Она насчет машин ничего не понимает, она не катается. І я так само не Я розумію. просто рядом с водителем катаюсь, мне лучше. Вон Я мой, согласна. одна из перловок, моя водитель личный. Я запам'ятаю Карловки. Перловки. Я переловка? Ты перловка. Пригожий водойом вельми. Ну, я його бачу, я не веду, як з телефону ці він буде бачено. Як Будет Вот видно. красивый вид очень. так, Тут бывает очень много уточек, вот плавают. вельми пригоже тут. А тут наглые утки не могут напасть. О, слухайте, Будет большой пиздецкий кряк. Ой. я їх напугала трохи. Мені здається, вона зараз знясе яйцо, мені здається. Стыдно. Аурелии никогда не стыдно. Слухайте, добре, що я... Ну да, кстати, Беларусь, берегись, Аурелия приедет. ну ладно, начнем с того, что на работе у меня похлеще. Бывает выражение. Мы кому-то хотели передать привет через стрим. Олексій, але я його, на Алексею, жаль, не привіт, бачу. привіт. Ну, ми йому потім. Ну так, Олексій, привіт. Да, Тому привет що от Аурелии. з твоєю допомогою мені не одна сябровка, а 3. Да. Я Да, это все ты виноват. Это ты виноват, это ты виноват. Алексей, ай-яй-яй. скаламутив дівчину, а я не зміню зараз з доброї дівчини зробить дренну дівчину. А то. Аурелия поможет. Коротше кажучи, у Ленки буде добрий вечір. Сейчас все решат в стриме, что Аурелия там самый плохой человек в Литве. Да? Прям Волан-де-Морт литовский. Да? Ми зараз тобі зробимо рекламу. Так пусть подписывается на Инстаграм. У Аурелії у YouTube один підписчик, це її сябровка Грета. Моя перловка. Да,
Да, потому я могу делать видео. Дорогой подписчик. Так. Это вот эту фразу Да мы взяла идем, с да? меня. Да. Дорогой подписчик, это была история с того, что на мою маму в Ютубе кто-то подписался. Кто-то. И не знаешь, кто. Да, мама не знает кто. Хотя мама Тайный вообще нету поклонник. никаких видео, ничего. И мама говорит, ну, я могу тебе создать видео и говорить по теме «Дорогой подписчик». Ну, нечто, ну, такое було подобане со мною, тому що вітаю, Артур, вельми рада тебе бачити. Ми сьогодні якраз обмірковували дороги, у яких колесо можна згубити. Я так само, розумієш, поки мої сябри українські не заробили, я так само могла дорогі підписчик казати. Але я не трохи виправили ситуацію, і тепер мені треба звертатися простими, тому що поки я кожному напишу, ну, я на пенсію вийду, напевно, тому це таке. Так що, сябри мої українські, щиро дякую вам. Я зараз мерзну у дощ, але все заради вас. Уже. Ну, Да, вот дождь А, Дождь закончился, и на ветер дворі утих. сказала, що треба постримити, тому що я не ведала, як дощ стримити, тому що камеру заливаю і, ну, незручно насправді. Але зараз... Просто нужно немножко окошко протереть, где камера, чтобы не было размытого. Ні, гэта, ну, ён фокусируе добре, бачиш? телефона. Просто автофокус спрацовує, і ён поймать ракурс пытається, і яно... Я вас извиняюсь, конечно. Крупный рожа, Аурелия, зло Литвы, Волан-де-Морт. Не зря у меня свой канал называется «Упорный профессор». Да, у меня есть канал, и называется «Упоротый профессор». Пожалуйста, подписки, лайки. А в Инстаграме Аурела Бюльгер. Ищите. Чую, файна компанія зібралась. Вам комплімент з українського Криму. Так, Артур, каб я ведала, що в мене збирається така компанія, я б приїхала сюди не у п'ятницю, а у понеділок, насправді. Але, на жаль, ведаєш, я не ведала, що у мене тут такий зальот буде, тому... Залет, понимаете? Залет. Я залетела вельми добре. Ну, приехала, ладно, я не летела. Алексей, это все виноват ты. Да, Алексей, это ты виноват. Лешечка, Соненька, что я тебе могу сказать? Алексей ждут подарки. Так, Лешке везем подарки. Я ему даже что-нибудь нарисую. Открытку? Да, Як у дитинстве? да. С 3 букв. Она очень любит передавать именно рисунки. Клево. Уже у одного человека в Беларуси есть мой рисунок. У меня нема твого малюнку. А я что-нибудь тоже тебе нарисую. Она намалюет. Не надо мне дарить забор. Я напишу слово и 3 букв. Сябри, яна пропонує мені подарувати забор словом. То есть, типа, здесь был Антон, но, типа, просто 3 буквы. Хуй. Не Аурелия. Ну хоть чуть-чуть уважения, прояви, пожалуйста, к людям. Я Волан-де-Морт, зачем это мне? Так, ну, я так розумію, що ти просто скучила за російськими матюками, тому... Я обожаю русский мат. Мама моя пише, ви зробили мой вечір. Ні, ми тільки почали. Ти ж бачиш, вона нормаль не матюкається покуль. Ну тогда, если смотрит мама, извините. Да, слухай, ну все нормально. Вона ж моя мама. Погляди на мене, я тільки полова від її. А тогда все заебись. Можна було це сказати покоректніше? Ну ты же сказала, что все нормально. А я О, да, сьогодні настрой, я так розумію, у мене сьогодні буде боліти горло. горло тут причив. Это живот. Живот. Живот, да. Живот, да. Щеки. Щеки, да. Щеки. Щеки. Аурелия, не знала бы я тебя. Аурелия, пошлый. Короче, кажуть, що у мене сьогодні такі. Ми сміємося, добре, що я не розмальована, як обезьяна, тому що ну, я б зараз з мавпочки була б у пандочку перетворилася. Тому ми сьогодні пригажуньки, без косметики. Тільки Грета намальована, але я зараз ми виправимо. Вообще-то Аурелия намалевана тоже, у нее китайские стрелки. Китайські стрілки, Да. тому їх не видно. Хуёво. Аурелия, ну хоть чуть-чуть. Ну ладно. Ну, мені все сміються насправді, тому що я не ведаю, що мнение о Литве буде добрим, тому що стримить Хелен Мінська, усі ведають, хто це, якої вона віри. Все добре.
У нас демократичне у Вільнюсі Да. настрой, все дозволено. Все дозволено. Так, тому Так Трохи. что приезжайте в Литву, в Вильнюс. Примем хорошо, ласково не убьем. лають, правда, ну це таке. Да. Ну, это так для начала. Лаянки, гэта перакладаецца з беларускага маты. Я поняла. Так. Где лай, там и так лай. Ай, Лена, если хочешь, можем потом прокатиться, я завезу ее, и как раз по дороге завезу тебя. Ну, цудоўна. Потому что я на машине буду, Ну, я зрозумела, так. Ага. Пылесос завести. Так что... мы выходим уже, так? Мы Да. зробили круг? Да. Как раз покажу Слушай, я навіть тот не заметила. мемориал, о котором я вчера рассказывала. Так. Мы будем его проезжать. Ви не змерзли яшчэ? Не. Ну, так рагатаць, конечно, змерзнуць яны. Сначала мышцы вот працуют. эту красавицу с пылесосом ее выкинем. З пылесосом. Реально с пылесосом. У меня в багажнике лежит ее пылесос. Навошта тебе на шашлыках пылесос? Раздувать огонь. Знаешь, надо было- Затягивать огонь. Я так, не бачу логічного зв'язку. Так как мы очень как бы такие вот правильные люди, мы должны были после себя убрать весь мусор. Пылесосом на Да, вулиці. Да. подпылесосили всю площадку. Блядь, бачите, там травы які теперь не литовцы? осталось, конечно, ну ладно. Ничего, скоро Ви всё поняли, новое чуєте, литовці, Пилісосять вони відпочивають, так, і пилісосять за собою газон. Гаймон. Просто. А ви асфальт миєте після себе? придет. Конечно. Если на асфальте что-нибудь сделаем, обязательно помоем. А що я боюсь питати, що ви робите на асфальті? Не надо. Я не у тебя Я сейчас что-нибудь скажу. Я у тебя не спитала. Я у Гороти питала. Я сейчас что-нибудь ляпну. Не надо. Мне страшно. Не треба. Про асфальт був Я же неудачний. говорю, что Волан-де-Морт, ну. Я пожартувала не вельми удачно, ладно. Знаю. Помилилася. Трололо, трололо. Мы знаем более неудачную шутку. Какую? Ты уже как-то нам рассказала. Да, я сьогодні про свою подписку розповідала, побачите. Трохи скачу з білоруської на російську, тому що я зараз абсолютно в рускомовному осередді знаходжусь, і мені, складано трохи. В Білорусі таке, я хоч трохи чую білоруську мову, а тут увогуле ні від кого не чую, тому... Нет, у нас тут даже когда скачу. белорусы приезжают, они на русском говорят. Я... Потому у нас нету как бы такого, чтобы мы слышали белорусскую речь, даже вот когда приезжают к нам. Знайомтеся, тому що я... Понимаем. Ну как бы я понимаю, Ну, что з ты большого говоришь. так. Я пропоную обойти, тому що, Ну, мені здається, я как была по-білорусі- на Украине, я немножко понимаю вот некоторые выражения, как она говорит. Тільки давай в Україні. В Украине. Так. На Украине. В Україні. Правильно? Нет. На території. На территории. Я, А так я как в Евпатории была, вот. ты В. в стране. В Україні, так. Ми зараз Вот. Вільня, отель. 4 зорки. Ні, не наш формат, я у 5-зорковому живу. Не наш формат. Я, до речі, зняла ролик нарешті. Мы по чуть-чуть пойдем сейчас к стоянке. Так, И как раз мы развезем и как раз еще посмотрим с тобой город. окей. Зараз ми йдемо на стоянку, щоб відвезти дівчин додому, тому що насправді я не мокра. І я боюсь, що Аурелія, яка зараз хворіє, вона захворіє ще більше, а ми цього не хочемо. Зло, мы блядь, зато- непобедимо, зло не умрет А мы никогда. с тобой зато посмотрим еще больше города. Зло не умрет даже с температурой. Короче, кажуть, що нас не весело. Слухайте, це ми ще не пили. Все ради контента. Так. Вот тебе город. Я навіть боюсь спитати, що буде, коли ми жахнемо. Коли таке відбудеться. Ой-ой-ой. Завтра в Ой-ой-ой. следующий раз. Ой-ой-ой, ховайтеся буде. О, О, да. Если, я если, говорю, если Аурелия выпьет, будет, Если ой, со мной, ховайтесь. то- Білоруси кажуть, ховайтеся у бульбу. Альбо тікайте кукурузними полями. Ну, Вы не, мне что лучше такое. скажите, это легенда или правда, что у вас в Беларуси есть картофельные презервативы? Тут нет, тут нет, это просто прикол был. Ти мене спитала зараз? Да. Это Слухай, ну, еще один знакомый вместе, мы когда разговаривали по Вайберу, ви чули, що є контрацептиви з бульби? Я перший раз чую. и идем через парк, Слухай, она ну, мне
она его з этому знакомому... Идем сюда, через парк. Так, ми йдемо праз парк. Я просто, ну, стрим такі, ведеш про Вільнюс, але бульбяні контрацептиви, мені здається, треба обміркувати. Да, вот, понимаешь, вот она вот этому другу заявляет по вайберу: Илья, передай, пожалуйста, мне контрацептивы со вкусом картошки. Ну да, чё? Капець. Я б покайфовала. Слухайте, я зараз на бульбу буду іншими очима глядіти. Сломали человеку жизнь. Вы поломали белорусскую натуру. Что мне теперь есть? Картошку. Картошка, у меня ассоциации дрянные будут. А может наоборот хорошие? Ну, я не звыкла жевать нечто такое, нечто не такое. Не маю такой звычки. Ты пообщайся со мной больше, а то по-другому Я будешь вообще терять. вегетарианцем тогда стану. И вообще есть Я буду перестану. понемножку мир лечить от мяса. Ой, жах. Мне сегодня такий стейк дали. А сама... Ну, Конечно. точить там, напевно, в саранчу грає ночі з холодосом. Сябры, сегодня у меня отбили желание есть и бульбу. Просто. Завтра кушай рис. Ну, то, що ресторація дасть, то і буду їсти, але коли буде бульба, то, напевно, я попрошу змінити блюдо. Скажу, ви приберете контрацептиви зі стола, коли ласка. Это неприлично, типа, не ложить это на стол. Моя релігія мені тепер не дозволяє їсти бульбу. Капець. Вот так я ломаю стереотипы. Не кажи, я тобі більше нічого не буду розповідати. Що гэта яны, а нешта, мне здаецца, ён у консервації, напевно. Как на белорусском великое зло? Великое зло. Я великое зло. П.С. Аурелия. Я теперь не смогу на тебя смотреть спокойными глазами, когда ты сказала почти на белорусском. Я великое зло. Извините, но это было очень сильно смешно. Нормально. Подожди, как там? Пирожмолцы, пирожмолцы. Перетрахиваем, да? Перетрахиваем. Меня жизнь постоянно перетрахивает. Я просто великое зло. Не перетрахивает, а перетрахивает. Перетрухивает. Подтрахивает постоянно, подтрахивает. Это інше. Так время от Ти времени. зараз змінила сенс фрази. Вова. О, смотри, лайки пошли. Ну. А послушай, мама, я... Белорусы, я к вам приеду, научу вас картошку есть, научу вас Ти вже одну научила выражаться. бульбу їсти. Дякую, щиро. А чё, не, реально я обожаю Не видать картошку. мне больше. Обожаю картошку. Крахмалу. Все. Не, у нас вот, Я хочу у нас снять- обалденная есть еда. То есть, типа, когда, типа, мясо с... Зараз. Клёцки есть. Типа, нет, у нас цепелины. Так Очень то классные же вещи. Что такое цепелины? Клёцки. А, Картофельные. Ну, типа, с В мясом. Беларуси тоже то же самое, только называется клёцки. Да. Да. лепшим сябрам помник стоїть. Я тебе уже это рассказывала, Аврелия. Вельми пригожие. Идем по парку гуляем и смеемся параллельно. Я не была именно на шашлыках, я вучилася ў гэты час, але я б, напэўна, збегла ад Лучше бы ты с нами поехала на шашлыки. Не, Аврелия. Больше бы истины узнала. Чего гэта нет. не? Нет? Мне мясо можно. Не, я только в бульбу плане не ем. того, что обучение тоже. Не, ты- ну это ты- приоритет. Да, обучение было важнее. Ты Так. ради этого сюда приехала. Я наступного разу задумаюсь, на что я приехала. А познакомилась с великим злом. Подожди, велико зло? Так, калі ты нешта яшчэ скажаш наконт мяса, На кунт мясо? я с тобой. А ты знаешь, что кунт это на английском писька? Потом Так что я на всех языках говорю, я могу по-разному повлиять. Як гэта стосуецца з мясом. Я спадзяюсь, няма зв'язку. Снимаешь доску? Я вижу, что перловка спереди идет, точно не доска. доска. Так, перловка гэта моцна было вообще. У перакладзе яшчэ як там перлас. Перлас. Перлас яны пераклалі як перлоўка.
І тепер я гулькаю з двома парлуками і уселенським злом. И всеоленским злом. Уселенським злом. З Вселенская. великим злом. Вселенская? Я всеоленское зло. Уселенська это, ну, крутее за великое. Ну так вселенская она говорит, что она вселенское зло. Но Уселенське зло, так. все, Аурелия вселикая. блядь, зло. Великая, да. Вселикая, я много лик имею. Это рака, я так розумію. Тут йдемо. Я не ведаю, де йду, некими темними кутами за ими. Мы идем На, на вот машину здимать не стоянку. можу. А, слухай, я зараз... Это ж башня, так? Да, это вход О, на башню, зелёно. если ехать не на лифте. Потому что есть с другой стороны вход на лифт, которым можно подняться А вы не на были саму вчера? башню. Нет. Не ходили. Она работает вроде до 6 или 7 часов. Зараз до башни подойдем. Вот теперь мы... Нет, башня там, вот с той стороны А, видна. на жаль. Здесь можно по кругу пройти пешочком, так вот, по горе. Так завтра на раздолбашню, фу, ты на башню сходите. Реально, все в это входит во время. Турпіше з вас можна гуморські нотувати. Чего? Comedy Club номер 2. А, пробач, Артур, я просто добре не бачу. З вас можна гуморески Вырезать? нотувати. Так. Если что, мы здесь заменяем Comedy Woman. Ой, ні, не треба, там вельми пошло. У нас такий гумор вельми тонкий. Ні. Правда, Аурелія? О, у нас... А упоротый профессор великое зло знает толк в юморе. Бачиш, як поширило твої відання всі? У меня уже много имен. Ну, Я же многоликая. Я же великая. Многоликая. Многоликая. Так. Я не буду змінювати нік. Він нейтральний. Мені все улаштовує у ним. Сьогодні ходимо, гуляємо, як і вчора. Просто нічого не робимо, сміємося, відпочиваємо, тому що день складаний був насправді у мене. Тому що я зранку і до вечора лекції, тренінги. Це так трохи Зато вечером так вот морально отдохнуть. так. Відпочиваю, тому що, ведаєш, курс він вельми інтенсивний і... Вот, мы, кстати, помнишь, вчера говорила о здании, похожем на дворец спорта? Так, так. Так мы сейчас вот скоро к нему подойдем. Ну, вообще-то нет, мы через ряку не поплывем. Мы не поплывем через него, но просто будет видно. Только оно у вас теперь работающее. Аурелия, тебе тут некоторую колькость смайлов выслали. Ну, спасибо. Не, это не это, Чё? Сам ты привидение, блядь. тише, не комментируй так, ты что? Великое зло тебя найдет. Артур, дівчинка жартує. Конечно. Я просто пытаюсь, спробую нагадати, як на білоруській мові це буде вивчатися. Именно что? Привидение. Привидение? Не, не привидение. Не коверкай моего. Аурелия, ты можешь быть теперь переводчиком. Это 9. Официально в Литве. Это 9. Официальный переводчик. Ты 9, это стрёмный чувак. Я вам честно Да. скажу. Да, и пуховик ему, земля. Земля ему пуховик. Ми сьогодні обмірковували слово спать і косяки всі, які зв'язані з цим словом. Тому ми ні одного хлопця відправили не тільки спати. И вообще сам виноват. Ні, він привіт, це український. А я білоруською. Дякую, Артем, кажу. Артем Ніки думає про мене. Артур. Артур, привіт. А я не пам'ятаю, як білоруською. Привет. Привіт, це, привидение украинском. білоруською. Українською. Да, привет, это на украинском. Так. О, троллейбус. Я не ведаю, що Наши таке тролейбус. европейские троллейбусы. Троллейбус. Троллейбус? Литовский, Вот, едет производитель. троллейбус. Да? А я вот у зрозуміла, нас чому ви не впереди- підтримуєте білоруську Вот економіку. впереди как раз вот это вот дворец спорта, который у нас теперь заброшенный. И он по Ну внешности, таке я не бачу. Он Вот, как на корабль. жаль. он Угу. очень похож на ваш дворец спорта. Сейчас я, может, фотку в этом. Ну я ведаю, як... Может, в одно время Не, строили, потому же Ні, советского наш пізніше був. Я просто, на жаль, не бачу і Не, не будет видно. не бачу, вельми темно, на жаль.
Вот, сейчас я покажу фотку. А ну давай на твоем телефоне. Вот. Очень похоже. Мегамонстр. Да. А яны, мне здається, просто взяли ескізи і скопірували і все. На во що думати? Нечто. Ну так, например, я живу в доме, который постройки есть в Минске, такой же архитектуры дом, и в Москве. То есть только 3 таких же дома вообще есть. Угу. Но точно вот такие же, как в Ну котором так я ти живу. у ексклюзиві, можна сказати, Солковом живеш. Конечно, это же зло. Зло не может быть эксклюзивным вообще-то. Це чудовна аналогія. Эксклюзивное зло. Капець. Ексклюзивне зло, да, Солковий дом. Так, ми йдемо на стоянку, тому зараз трохи посміялися, насправді настрой добрий. Попили кави смачної. Зараз вже їдемо, мабуть, ще нещо застрімимо. Ми будемо потім з Гретою особо і ще трохи походимо по городі. Будемо знімати. А тут далеко їхати? Не очень. Ехать немножечко. Я зараз, я знімаю. Вильнюс очень маленький город, то есть здесь на машине, допустим, вот до нее минут максимум 10. До нее потом еще тоже около 10 минут. И потом мы вернемся как раз по кругу, проедем еще город. Я, мабуть, туди не буду вимикати трансляцію. Да. Ми зараз поїдемо Чтобы туди. ехать так, что ее завезу, потом возвращаться до тебя, то есть, ну какая разница? Ну да. Давайте делать. Да, что лишние круги. Давайте, мабуть, зараз поїдемо туди в машині. Я ще поздимаю з машини. Ауреля, запустишь место вперед человеку. Хорошо. Мне брат колись казав, що на першому сидінні каля кіровці сидить або жена, або любовниця. По-любому я ее любовница. Ну, у вас дозволено, у нас гэта, ведаеш, не вельмі так. Хаця ось зараз гендерны курс праходзіць, і мы гэтыя пытанні падымаем, равенства. Прывіт. Ну, добра. Прывіт так прывіт. Цудоўна. Все внимание на меня. Дори побездет? Что? Она хочет побездет. Она сейчас потернулась. Еле я. Уважаемые подписчики, я очень рада, что вы не понимаете литовского языка. Я сейчас все объясню. Ну, давай. Запарились. Молчать вселенское. О! О! Давайте трохи наших красунек поздымаем, потому что... Попиздаваем? Поздымаем. Поднимаем. Зараз я, чекайте, зроблю нечто. Убери этот цвет! Мы її зараз выпалим. Ну что, идем на стоянке, ж можно сдымать, правильно? Да, можно снимать на стоянке. Ну что, заходим на стоянку, да? Так, идем. Поедем зараз у машинки. Трохи поздымаем. Поздымаем, кажу. Ты мне потом Это не ссылку то, на что- свой стрим покажи, чтобы я сама поржала с себя, если что. Комментарии покидайте Конечно. под видео. Так. Все, что рахуете за матюк, можно с зоркой. Все зразумеет. Сябры поздымаю, это, буду снимать. Ага. Все нормально. Это не то, что Аурелия подумала. Она уже поднимает меня. Слово. Я уже боюсь что сказать. Перловка! Перловки. Она уже поняла мой прикол. Типа, она говорит, сдымать, говорит, и в камеру говорит, Снимаю только девочек на вокзале. не, она говорит, я если что, типа, она говорит, это уже типа не то, что Аурелия подумала, типа, Так. уже поняла прикол. Подходим к знаменитой машине, которая катается везде, где возможно. Это зелененький пассатик 99-го года, но едет он просто офигенно. То есть, если хотите купить эту машину, Да, можно. Впереди лежит торт, который сегодня... полетит в рожу моему мужу. Да, лежит торт, который полетит в лицо ее мужу. Также у нас там валяется пылесос. Идемте, Чудовно. пройдемся. Вот как раз. У нас здесь стандартная... Коли буде світить, сильно бликовать, то, кажите, как я в очи не светила. В Ютубе очень популярные видео девушек, которые показывают, что у меня в сумочке. Я совершенно ломаю этот стереотип, я могу показать, что у меня в машине. Пошли поглядим, что у тебя в машине.
Я сподіваюся, это не с бульбы вироби. Нет, не с бульбы. Так как мы очень сильно любим путешествовать, у нас есть Пылесос. и все, что касается путешествий. Это на всякий случай, если мы сломаем ногу, поддержка ноги, это если мы сломаем руку. А это если захочу в туалет. Маечка, кроссовочки, то есть как все должно быть. А там где-то еще БДСМ-костюмчик, девочки. А Палатка. що таке БДСМ-костюмчик? Знатоки поймут. Я зрозуміла. Пробачте, дівчата. Ну, если что, это вселенского зла. Так, Грата у нас и ангелочек. пылесос. Какая из... Говорили? Какая из перловок? У тебя ангелочек? Походу обе, потому что одна молчит. другая- Кажуть, що є набор з ключами у тебе. С ключами нет, у меня есть домкрат. И запаска есть тоже. Давай, я как бы очень не светила тебе. Пустая бутылка, канистра для... Виски. Да, потому что трезвым за руль никак не сядешь. Нет. Если кому-то станет по дороге плохо, Спрей для лица. да? Я думала, это для обутку. И вот это, если кто-то обидит, поджарим, поджарим. Как раз Аргумент. вот сегодня мяско осталось, это наши обидчики предыдущие. Слухай, я сьогодні дренно вечерила, я можна погрызу по дорозі просто. Что по дороге? Она ходит эту штуку погрызть. Цукерку так береш і по зубах. Замість чупа-чупсу. Ой, блядь, ой. Слухайте, я на літо целі витікаються ліпі за мені, розумієте? Це чудовно. Я вообще-то Появляется русская. еще новые вещи, которые тоже отправляются В в яким багажник. місці ти русская? Шо я? А фамилия у меня вообще Аурелия. немецкая, так что Хайд Гитлер. Ой-ой-ой. Так, сейчас мы, Лена, для тебя место освободим, потому что... А, сегодня это у меня- все было на моем месте, да? Да, потому что собачку сегодня возила, так я сегодня А, ну, все перекидывала Вперед. вперед, а собачка у меня имела приоритетное место в багажнике, так как она после операции. чудовно. Пріоритетне місце у багажнику. Я зараз питаюсь, боюся, куди ви в гості сядете? Коли пріоритет. Ну, гості куди, коли пріоритетне місце це в багажнику? Гости, ты у меня как гость пойдешь сегодня вперед, потому что тебе надо будет снимать виды города. Так, Тот человек, который больше всего любит я на сьогодні мені так дозволила посидіти на її царському місці. Да. Ну, конечно, я могу уступить свое царское место за рулем. Могу уступить. мне Не жалко. треба. Ні. Не уверен. Я ведаю, що ми тоді усю палітру матів почуємо. Там палитра мата. Великое зло проснулось. Вот это очень хорошая вещь. Поглядите, что она тягнет. Вот, если куда-нибудь уезжаешь в путешествие, это такой тент, под Ну. который можно спрятаться от дождя. Но сегодня, девчонки, я этого не сказала. Но мы мокли все разом. Правильно я сказала? Правильно, разом. Молодец. Белорусский уплыв чую. В Моя следующий школа. раз, в наступный раз, когда приеду, Чудовно. я уже буду размовлять на белорусской мове. Важный Клево. вопрос. У меня есть очень важный вопрос. Подписчики, скажите, что такое трахокамаза? Кто скажет, что такое трахокамаза, я дам 200 рублей. Вот. Или 200 долларов. Врет. 200 200 долларов тому, кто скажет, что такое трахокамаза. Врет. Она даст 200 российских рублей максимум. Только российских, потому Мы что она российские. больше, чем 200 российских рублей никогда в кармане не имеет. Она у меня ездит за бесплатно, потому что на билетике не имеет денег. И каждый раз, когда я говорю в машине осторожно, контроль, она ищет билетик. Пиздешь и провокация, но неважно. И каждый раз она пугается нереально. Так что такое трахокамаза, пожалуйста, в ссылке. Оставляйте в комментариях, что Да. это такое. Да. Я закину на YouTube. Меня, конечно, уражило в машині казати контроль. Я тільки в метро такое чула, насправді. У нас зайшли, перевираючи, зайшли в метро з гэтымі, ну, на припинках, як і у вас, зустракаються, ну, і фоткаються, все. Я на слухаю, в метро заходять такі, народ як подорвався в полі. Я плакала просто, тому що наш же ж проход так само про жетони і про эти отбивалки. У меня слезы градом катились, народ хлынул у двери, давай выбегать, потому что контроль.
Мне ж они там уже себе придумали. Ну что, сідаємо? Ну что? Так, сідаємо. Мені тут, я так розумію, прибрали. Аурелія, тихо веди себе покуль. Чего? Спорт, который к мужу уезжает. Аурелия, да, Аурелия. Ой, пробачте, я зараз так трошки... Еще пару вещей в ногах передадим, хорошо, назад. Так, слухай, давай я, мабуть, снег. Может сразу... Ой, подъедем еще, я оплачу стоянку. Напевно, буду... Чекай, я пристягнуся, тому що я Да, веду, обязательно. що це обов'язково треба зробити. Сябри, Я пробачте. еще не пристегнусь, потому что... А я нам еще надо сейчас что, сзади оплачу. тоже пристегиваться? Обов'язково, так. Так, їдемо... Торт! Слухай, прибери його, тому що... Да, я Поглядите, передам. що я навязь... Ні, я зараз просто покажу. А ты открой. Гэта забота об своем... Забота о своем муже. Сегодня Ой, Аурелия сказала, что она отдаст мужу то, что не доели девочки, она сразу только вот такое. Я не знаю, муж, наверное, будет очень сильно бедный, довольный. Ти капець. Я, мені здається, знаєш, куди він тобі його запікне? Ходок дальше прошу. А вдруг я откайфую? Потом, после такого торта, Аурелия, мне кажется, нет. Так, я вас трохи на палки. Мне кажется, потом придется мужа откайфовывать после такого торта. После такого торта. Хлопці, осторожно, хто ще не одружен. Я зараз вам всі фішки розповіду. Какой великий пиздец мы сейчас несли. Зараз ми поїдемо по Вільнюсу, трошки я вам покажу, що ми бачимо самі. Ось. Трошки пробачте, ми сьогодні... Ні, ми цвірози абсолютно просто на весело. Ми Девочки нестандартные. абсолютно нестандартні дівчини, вольні, усе як ми любимо, не закомплексовані, як некоторі. Так, тому, розумієте, тут контраст, ну, мені здається, білоруський і литовський, він, ну, такий, відчувається насправді. Я собі так дозволити не можу поводити, але я їм трохи, так, видите, заздрощу, тому що, ну, треба бути просто вольним чоловіком. Очень хорошая парковка. Мы настояли всего лишь евро за 3 часа почти. Чудовно. 1 евро только? Да? Нифига себе. Так если мы стояли бы в середине города, нам час бы стоил 2,50. А тут у Я нас бачила, так, там, Да. 2,50 2,5. час, да, стоит. А, це 7,5 євро за 3 години. да. А тут мы заплатили всего лишь евро. Это очень великолепная парковка. Ти тепер тут будеш покидати машину завсюди? Да. За все ты буду покидать тут машину. Это около во дворе минут 15. Красное что-то было. А червоне це прямий ефір. Не, А. на весь экран. Зараз, секунду, напевно, мені... Я пауер одмикнула, і він з нами не свариться, що він є. Зараз ми його покоїмо. Ой. Нечто упало, я не вижу, що. Напевно, їсти хоче, все ж таки. Він замерз у мене. Але він молодець, він витримав, слухай, і морози. І він такий у цьому сенсі у мене. Я про телефон зараз скажу, хлопці, все добре. Він у мене молодчина. І Вот на это площі... мост Миндогаса. Мы теперь приезжаем. Мини-экскурсия. Так. Міні-екскурсія сябри по Вільнюсу. Когда я хожу по старому городу, мне вот такие камушки нравятся, такая вот брусчатка. Но когда я еду на машине, мне сразу хочется очень сильно говорить нецензурную речь. А Аурелія, гэта не до тебе зараз звертаюся. А я хочу тобі сказати, що в Україні вельми багато брусчатки гэтай, от ведаєш, такої старої, Да, добротної. да. І, ну я ж кажу, у мене 4 колеса у моєї сумки, просто у моєму чемодані, яны вилетіли за одну поїздку. Тому колеса... Тобі написали той випадок, коли об'єм багажника зіграв важливу роль. Да. Багажник очень играет большую роль, потому что все, что нужно мне для экспромта выезда, у меня там есть. Если я решу, что я хочу сегодня уехать в лес с ночевкой, у меня все сразу на месте. И полевая кухня, и ночлег, и все. Грета такий чоловік, який просто сидиться і їде. Да. Усе як ми любимо. А
Аурелия, тебе пишут, что ты коронавирус. Очень давно. Как только коронавирус начал набирать обороты. Ну и заебись, я популярна. А ты в свете зараз самая популярная. Да, Ну, да, так. да. Я по жизни, я Вселенское зло. Вселенское зло Коронавирус. Я бы сказала Аурелиус. Аурелиус, точно. Мы зараз снова... А видишь, у меня есть такое... Аурелия коронавирус, заебись. Аурелия вирус. Не забывай, тебя еще Австралией называют. О, бля. Ну, что поделаешь, приятно. Пыталась посмеяться, как Мефистофель, вышла как лошадь. Почему как? Сила отсутствия мысли. Второй раз эту фразу за день слышу. Вы разумеете теперь, у якої компанії сьогодні? Ми просто отжигаємо. Особливо стоять дівчина. И я. Ні, ну Я просто за рулем. трохи зараз їх поздимаємо, тому що ми стоїмо на світлофори. Зло за тобой Не размалеванный. следит. Зло за тобой следит. Не следит. Я больше не буду на тебе перемыкать. Сглазишь участие всех кавалеров. Вот это белый мост. Мы тут параллельно еще спробуем нечто розповідати. Мы теперь едем параллельно проспекта Гедемина. А я вчора у стрімі сказала вулицю, тому що вона узка вельми, і я ніяк не могла подумати, що це проспект Гедеміна. Але я помилилася, тому А у вас пробачте, хто... проспекты более широкие? Типа? Так, у нас проспект, розумієш, проспект это нечто такое великое, широкие дороги, а Да, такие у них маленечкие. очень широкие дороги на проспектах. Мне очень это нравилось. Так. Я ехала первый раз сама за рулем, мне было страшно. И особенно, когда я первый раз... У нас как трамваев нету, я когда проезжала первый раз у вас трамвайные Так. полосы. Как я материлась. Я там чуть не плакала, у меня подружка с меня смеялась. Потому что я еду по трамвайным полосам и просто тупо в машине ору. Что я здесь делаю? Ну, мне было страшно. По полотну ехала? Альбо просто... Просто пересекала. Но там я как раз на проспект Незалежности въезжала с проспекта Машерова. И там вот очень много Так, этих так. полос. Там развязка идет Да. в разные боки. Есть такое. І я тобі більш за це скажу, коли їде трамвай, треба кіроўцы вийти, у його такий лом, і він перемикає ці стрілки, щоб їхати далі. На ручнику все. Выходит водитель из трамвая, у него лом в руках, и он разворачивает стрелку, потому что идет развязка, кто-то едет прямо, а кто-то едет влево. Офигеть. Вот если ему влево надо, он поворачивает, А у нас, например, троллейбусы просто немножко замедляют. Это скорость. трамвай. Говорят, трамвай, Аурелия. Это трамвай. У трамваев, как и у поезда, понимаешь, они по по рельсах, так. бегės važiuoja. А, O troleibusai važiuoja su ūsais. ну, логично. Ну, логично. Теперь мы въезжаем на... Я амаль зрозумела, что я їй сказала. Не зрозумела. Или зрозумела. Там было слово Это логика. парк Лукишкю. Здесь вот рядом у нас была тюрьма, но ее уже закрыли, теперь осталось как... Да, в этой тюрьме, между прочим, в эти выходные снимают Netflix сериал Stranger Things, 4-й сезон. Обалдеть. Да. Ай-яй-яй. Ямка, Да. ямка. Колеса на Это месте. не яма, все. это такой, как Полицейский. как полицейский. Жираф. У вас, кстати, в Минске, мне так надоели эти лежачие полицейские, я думала, я вернусь просто без колес. Да. И, то есть у нас такие они как бы красивенькие, то есть, ну, ты плавно проезжаешь. А там, как колесами, как Так. пройдешь, так, если вот у меня, как, допустим, старая машина, так я реально боялась, что я вернусь без колес. То есть очень высокие. Невысокие, вот как у нас есть эти, как бетонные, А да? ну нафиг. Я уже представляю. Есть трошки такое. Надо мужу сказать, что мне назвали коронавирусом, он заценит. Аурелия, я тебя уже давно им называю. Почему Я ты так тебе не радовалась? Аурелио вирус назвала. Аурелио вирус. Так.
Скажи, минская девчонка сказала, что я крутее за коронавирус, потому что я Аурелию вирус. По-любому. Гучить так-то не ведаешь. Йоу, е. Каунас. А в Калаште не было, да? Мы еще успеем сидеть в Ну, Каунас. яшчэ так, я вельмі спадзяюся, што я сваіх 90 дзён прамотаю за год, тому што мне будзе абідна, што мне столькі часу было, а я не скарысталася гэтай мажлівасцю. Так ты приедешь, мы обязательно съездим. Ну, гэта, Потому что напэўна, я на выезды очень такая, то есть, И надо мне сказал, я сразу за, и поехали. Надо электрены ей показать также. Может, что-то еще останется, когда она У Возможно. нас в городе Электрены есть заброшенный парк аттракционов. Кстати, если что, у меня на канале есть это видео. Да. цудоўна. Подписываемся. Девчонка на машине. Да, как раз та, которая теперь за рулем. Зараз я на кіроўца, так. Таму я у блогера крутого, якога на канале больше 3 разы, чым за мяне. Зараз яна мяне як сяброўку показвае вось такія месцы прыгожыя у Вільнюсе. Я тут паралельна, слухаючы Аурелію, спрабую яшчэ галавой круціць, каб пабачыць нешта яшчэ цікавае. Потому что завтра, на жаль, я уже покидаю гэтую краіну Так прыгожую. поэтому я тебя сегодня вот теперь и решила взять, чтобы проехаться по городу, чтобы хоть чуть-чуть увидеть больше, чем старый город. Ну, то есть окраина получается. Ну, вот теперь Район. мы сейчас вот за светофором дальним, где теперь красный свет горит, мы скоро въедем на Савонори, Кейпле, русышкой. Те, которые... На Красную. Тут, на жаль, ідзе дощ, Проспект тому Красной пробачте, Армии. але я Проспект нічого... Красной Армии, но в переводе Савонори. Те, которые Ты делают... можешь дворником один раз махнуть? Могу и не Ага, один раз махнуть. Дякую. Ты же молодец. Просто там... ну, Нет, Савонори это те, которые добровольно помогают. Добровольцы. Добровольцы, вот. Проспект добровольцев. Да, если перевести Нічого собі. на русский язык. Ну или как называют местные Краснуха. Краснуха, да. И, честно говоря, это, наверное, такой один из очень опасных районов. Да, потому что раньше здесь, когда не было светофоров, здесь гоняли до 150 Не то, что не из-за этого, драки не из-за делали. этого. Здесь такая собирается вся такая молодежная шпана, которые вот очень много пьют. Гопники. Ну да, гопота такая вся местная. Есть еще, конечно, еще похуже один райончик есть. Но вот этот один из таких районов, где бы, наверное, я бы ночью бы не решилась бы идти. Бачите, нават у Литве есть свои заморочки. Вам анекдот написали. Что такое страх? Когда трамвай случайно задел Лексус и скрылся в подворотне. Да-да-да. Я себе Вот уявляю, я когда еду в Минске, то я боюсь, что это я задену трамвай и спрячусь. Ну, если судя по этому анекдоту, то мне пришлось бы ехать тогда по рельсам, Ты бы подняла машину на руках как тачку. На рога. и понесла в ближайший двор. Да, я бы быстрее бы ее дотолкала бы, да, чем доехала бы. Ну, что с готовым, мне сдается, было. Да, блин, движение в стиле В собачки. стиле драйв. Я тебе на YouTube запикаю. О, кстати, мы едем теперь за машиной полиции. Да? Да. Менты, козлы. Вот, а у них, вот, мне нравится надпись у них на машине, что как ты, с какой скоростью ты ехал, пока ты не увидел нас. И мне вот это в Фейсбуке теперь очень... Цудовные сябры. Да, вот. И, между прочим, они нас видят и снимают, потому что у них камера сзади. Да, Я их так само здымаю. да, у нас Главное, камера что пока они спереди. не заметили, Так что, мы хлопцы, не снимаем их. порушайте. Вось гэта, я б у жыцці не подумала, что гэта полицейская Так машина. А написано, у вас что, полиция. по-другому? Да, выглядит? у них УАЗики, да? конечно. УАЗики и... А что такое у вас? Не, ну есть сучасная Это на том, машина. чем я ехала в Питере. Тортик! Сука, он полетел. Блядь, тоже, Кстати, про УАЗик это реальная история. блядь, это не тортика уже смысла. Мы в Питере встретились с... За надпись лайк. За кого? Да, за надпись, за подпись на машине. Ай. Так, теперь мы отдаем пылесос, которым мы сегодня убирали природу. Зараз мы... Да, и вселенское зло прощается с эфиром. Так, можешь помахать сябрам. Все, пока! Коронавирус ушел! Так, нам зараз буде трошки сумнее, але, ну, я упевнена, що
Мы яшчэ сустрэнемся і запілім клёвы стрым. Мы падрыхтуемся і будзе цікавей. І мне здаецца, я зараз Артур ёй перадам абавязкова. Я не ведаю, што, якое меркаванне пра стрым, але, разумееце, я сёння з вами, тое, што я бачу, тое, што я чую, тое, што я адчуваю, я гэта проста транслірую на экран. Я сябе адчуваю вельмі замкнута, таму што я разумею, што некаторыя жарты, якія б я, мабыць, і хацела сказаць. О, моя сумка полетела. Дякую. Это для Аурелии мужа. Аппетита мужу. Карацей кажучы, хлопцы, калі яна развядзецца, Это буду виновата я. чекай, каб я... Все, короче, я думаю, что человек Аурелии застанется без торта. Чего, Аурелия? Твой человек застанется без торта. Чего, блядь? Человек, это человек, это твой муж. Литовцы очень сильно любят чистоту. Блядь, новый пылесос! Я их не по полу иду. Поработал. Ах ты грязная девчонка! Да, вот такая. Понятно. Я пирожмовец по жизни. Я пирожмовец по жизни. Да. Нащадок ВКЛ ты. Да. Исчадие ВКЛ? Нащадок. А я... Исчадие это другое. Да. Нащадок это наследник. Я... Да, я всегда была наследником все свои 20 с чем-то лет. Чего интересно? ВКЛ. Ось. Великая княжество. Ось так отпочиваем, сябры. Ну что я могу вам... Княжество Литовское. Я уже зараз за тобой почну. Великое княжество Литовское. Великое княжество Литовское, княжество Полоцкое и потом А как спочатку у вас Речь Посполитая? Речь Посполитая. Не, Жеч это с польской. Ага. Речь Посполитая в белорусской интерпретации так само. Ладно, Як і у вас. Это вот за Грейт Британ, блядь. Ой, коротше кажучи, мені сьогодні весело з ім'я, а ви ж повинні ще, трохи зрозуміти, я до стриму з ім'я розмовляла, напевно, більш за годину, так? Да. Тобок я тут, насправді, вже і насміялася, і наплакалася з ім'я. Тому я не розмальована сьогодні, як лялька, як завсюди. Мені позвонив брат і каже: Алена, ти така пригожа у стримах, а мені, коли дзвониш, така, сіра. Тому я тепер, коли не розмальована, я жартую, звісно. Що ти сховалась там? Я зрозуміла. Ось чекаємо, коли яны адпачнуць і поїдемо далі, тому що, сейчас, на жаль, час скончується і... Поголёва, что и подарёв. Дякую за лайк. Так, Она пернула. я б собі не дозволила такого в Білорусі сказати, розумієш? Есть такое слово, как писька. Мої сябри зрозуміють, так. Є таке, існує. Але гэта як у Саўке, ти ж ведаєш, нічого не було. Ну, посмотри, какой дом, какой Минский. А я не ведаю, каб такі був у Мінську. Я не бачила, каб такі був у Один Мінську. только такой дом есть Минский. Зараз я спробую показати. Так, Чого я смотри, себе збиваю? мы с ней как раз едем на море летом. Мені просто Мы на вас предлагаем пауэрбанке. тоже ехать. А Если у вас дзяўчыны прапануюць з'ездзіць на мора. Паглядзім.
як там атрымлівацца ўсё будзе, я ж не ведаю, што ў мяне з У нас адпусткай. места на 5 хватит в машину, если ты с детьми будешь. Так. И в 5 можем валить. А моя мама поставила шмат лайкаў, тому мне здаецца, яна напрашивается с нами. На море? Так. Мама, поедем у Литву на море. Артур пише, що я нічого не бачив і нічого не чув. Це наконт ваших, напевно, підписок, мені здається. Писок? Так, Писок? ну підписка. Я називаю усе своїми іменами. Я сьогодні розповідала історію з Піром, і ну, ми сміялися. Я ушел. Дякую тобі Ой, щиро. это мое. О, бачиш, добре, я ж тобі. давай, Дякую тобі. пока-пока. Ай, де б диму, я ж не можу стати, я ж пристегнута. Ой, все, давай, Пока. приятно было познакомиться. Навзаєм. А, і ти так само її перший раз бачиш? Все, великое слово ушло. Я буду сумувати по тебе. Слухай, ну цудовно. Я люблю таких людей. Відкрита, щира і, ну, без комплексів, усе як є. Молодець. Я... Так, Табар и Коралус. Теперь в Каролиночке поедем в район. Едем... Так, вот так мы едем. едем на кораллы, короче кажучи. Да, мы едем на кораллы. Так мы, если что, и говорим, у нас в жаргоне есть кораллы. До речі, крами Ікі, я їх бачу часто, частіше за інше, і я туди заходила, там вельми такі чудовні ціни. Мы заедем завтра с тобой еще в пару магазинов. Я думаю, мы с тобой до 6:30. Я думаю, мы с тобой даже до 6 будем кататься. А в 6 каких мы уже сможем как раз приехать на вокзал, там будет тоже большой магазин. Угу. Но до этого я покажу тебе еще пару магазинов, тоже наших, литовских. Окей. Так, сейчас я тебя Ми во дворы повезу. Чудовно. А там пригоже, може, хто-нибудь таскається, ти мене викинеш там? Где? У дворах. Я тебя в дурак не выкину, я не могу себе позволить. Я к белорусам очень хорошо отношусь, поэтому Ну, мабуть, мені пощастить, і він буде, ну, такий добрий. в этом районе я тебя ни за что не отпущу. Я зрозуміла. Бачите, які у мене сябри? Я просто очень сильно люблю белорусов, то есть, ну, как сказать, для меня люди вот по сердцу пошли, поэтому Бачите, я не як могу. до нас литовці відносяться? І ми до литовців добре. Тому що, ну, просто по-перше, короні. когда я была в Минске, меня люди очень тепло приняли, поэтому у меня и осталось такое вот очень теплое впечатление именно о вот, белорусах. Ну, мені здається, білоруси, вони такі домовіті, і вони люблять, коли до їх приїжджають. І Ну, розповідають. может быть, но вот я просто как по сравнению, наверное, с нашими людьми, у нас люди, как мне показалось, у нас люди злее здесь. Ну, я б не сказала так, напевно. Но это может, как мне уже это, как сказать, можно сказать, как бытовуха, да, вот. Мгм. Каждый день ты как бы видишь, что вот я, как, допустим, вот здесь работаю, так я вот каждый день вижу, что там спешащие люди, вот кто-то там нервничает, что-то еще такое, вот, ну, разные проблемы, да, вот у всех людей, как бы каждый день ты это все видишь. А когда ты приезжаешь уже в другой город, в другую страну, Ну так. у- Ну, я тобі казала сьогодні, що ти, коли у іншій країні, ти як вандровник, да, і да. ну, ти тратиш по-іншому, Ну, живеш по-іншому, да. і ти людей розглядаєш з Да, іншого да. боку. розумієш? Просто вот, ну, когда же вот по самому примеру, допустим, Давайте я вам так розверну, щоб зручно було. я приехала в Минск первый раз, когда, то я не знала еще, как там, где правильно пройти, что пройти и тому подобное. И если вот к нам подойти, вот в Литве здесь каких, не знаю, ну вот, там в 7:30, когда люди все спешат, они тебе вот покажут там с полпальца, и, типа, ну, только ты от меня отстань, Угу. это еще мягко сказано, а там люди... Ні, ми розповідаємо, якою Да. дорогою треба йти, і у Да, нас да, інша да. проблема. Нам кажуть, боже, заманал, ти можеш от просто коротко сказати, пішов ти на... Тогда вот нам вот так понравилось, как мы не местные, мне вот очень понравилось, что так вот досконально объясняли, как пройти, куда пройти, зачем пройти. И мы когда приехали сюда в Вильнюс с подружкой обратно уже, там подошли латыши и тоже спросили дорогу. И я начала, вот я уже на примере белорусов начала объяснять красиво, досконально, как пройти, чтобы люди не потерялись. Подружка говорит, уже берешь пример? Я говорю, да, говорю, это очень хороший, красивый пример. Ну, бачите, як цікаво. Я... Также, вот, допустим, я когда ехала уже сама на машине, то мне очень нравилось то, что вот наша телевизионка. Так, я бачу, я її здимаю. Мне очень понравилось, что, допустим, если ты даже чуть-чуть подвинул машину в сторону, чтобы люди, они сразу благодарят, что ты их пропустил.
У нас такого, ну, Фарами мигать? не фарме, а этими поворотниками. Так. У нас, если, допустим, чуть-чуть пропустил, у нас могут даже, ну, как бы говорят такое, как спасибо, Угу. но можно не удивляться, если не скажут. То есть это типа в порядке вещей. Залежить від керівців. Да. Ні, у нас аварійка одразу тин-тин, дякую. Да. Все. Навіть коли я вивчалася у автошколі, мені казали, коли хочеш подякувати, треба аварійку. Тин-тин. Да. Все. Ну, то бок хотя нас вот, к этому когда у нас навыкам. проходят экзамены, у нас Ну, нельзя так робити, нельзя. конечно, Нельзя. Але це таке приватне, Да. Мама моя пише, це наші брати по крові і менталітету. Українці, білоруси, литовці, літвіни. Так, мама? У нас, коли окунуться у історичні події, Да, белорусы и Литва были вместе. так, і українці. Ми усі разом свого часу, більш з вами, звичайно, і з Польщею, але Україна, у тим ліку ми така великолепна четверка вратаря. Вот Я, мы приезжаем видишь, с Диной. Ведеш, що мені приємно, ви з білоруси і литовці, вони ніколи не сперечаються поміж собою публічно, в публічному просторі, чия була Річ Посполита, чия була ВКЛ. Це ніяка така, у контексті історичних подій, це наша разом територія, разом одна держава була. Да. То бок, у ті часи не поділяли на білорусів, литовців, этого не існувало. Була одна держава, Велике княство Литовське. І потім це пішло у Річ Посполиту, амаль уся територія, вона перейшла у Річ Посполиту і приєдналася Польща, Королівство Польське. Але розумієш, коли ти бачиш з боку сусіда білоруського, як вони імперські амбіції проявляють, територіальні. Трохи шок, тому що ти не розумієш, чому події, які відбувалися 100 років назад, 150, зараз вони мають сенс в країнах. І дико становиться, насправді. Я гляжу на це і думаю, боже, а коли ми повернемося у межі Речі Посполитої, що ви тоді скажете? Це крутіше за імперію буде, тому що, Але таких міркувань нема, тому що ми один до одного вельми цудовно ставимося. А Andriosta? Ir mūsų anksčiau. Ir dabar pirmas posūkis, ne? Ir ten bus bokštas arčiau. Зараз. Мы сейчас поедем ближе к телевизионной башне. Да. О, цудовно. Специально для тебя. Thank you very much. Ось тому. Я сподіваюся, тобі не сумно було со мною? Конечно, все хорошо. У нас здесь... О! Телевізійна башня. Клево. Глядите, яка пригожа. З підсвіткою. Клево. Так, у нас давай сейчас поставим. Чуть-чуть, здесь. Меня навіть пауэрбанк офігел і упав. В обморок. Ау, лови. Зараз Так. телефон здохне. Ау. Так, зараз Ладно, світ. пробачу вас представить, не? Треба пауэр поставити, тому що у мене в телефоні 12%, і ми зараз просто вимкнемося. Вот такие лежачие меня просто забили в Минске. Я чую так. Но когда у вас, Скаче. как понимаю, у вас там чуть-чуть они пожестче такие. Тому що їх такими роблять, так. А, ти мене Жорсткі. пакетики лідуєш пожестче, мене? Різко, супротив. Пробачте, сябри, я просто пауэр спробую підключити, тому що у мене 12% і це дренно. Ой, жесть. Мне очень нравится. Тебе пишуть, напевно, литовською мовою. По декоте. По декоті. Нет, будет правильно ачу. 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 Вчора мені лучше Ачу это дякую, а по декоте это благодарю. О, і він тобі пише. Благодарю пишет. Так. А ачу это спасибо, это дякую. Или Дякую, все правильно. дякую. Ми тут, я ще, до речі, паралельно українською мовою вивчаємо. Але я не подавала. Подожди, дякую это на украинском, а дякую это по-белорусски, Так, да? белорусская ДЗ, тому що м'які знаки. Дякую, да. У белорусской мове мягкие знаки, они сопровождаются
дз, Ага. так, дякуй, і двери. ДЗ, ДЖ, господи. Ага. Так, ой, пропустила. Наприклад, коли ми будемо писати дощ, він пишеться дожи, дж. Дождь, дождь. Дощ. Боже. Так. Ладно, когда-нибудь я буду выговаривать так же, как и пирожмовцы. Яромошці. Ну, я стараюсь, я пытаюсь, я пироможцы. Да? Это піраможці, все О. правильно. Піраможці. Бо пірамола. Выговорила. Піраможці. О, ты на стесе А nama, да? ведаеш, у беларускай мове есть вера, можем, пераможем. Гэта адсюль, пераможцы. Перамога, победа. Так, сейчас мы быстренько заедем в ее двор, Цудоўна. выпустим девочку домой. Сябры, просто трэба разумець, я їй грошей не плачу ні за што. І Да, по доброте душевно тебя забрали с собой покататься по городу. так, ви розумієте, то есть, ну, тому мені чоловік ведає другий день, насправді. Ми вчора познайомилися. Это все любовь к белорусам. Так што, Алексей, я спадзяюся, ты побачыш гэта, я тебе кажу шчыры дзякуй. Потому што ты сапраўдны сябар, я тебе ведаю даўно, і ты мне параіў сустрэцца з гэтай дзяўчынай, і цяпер... Ну, разумееш, так, гэта ж усё залежыць ад Все, мы тогда попрощаемся с моей перговкой. Так, пробач, але цёмна тут трошки. Ну, я ведаю, што... А, мы зараз святло... Нет, не работает. Не працуе святло. Ну, я... Мабуть, помахаю рукой. Подожди, сейчас мы знаем, что сделаем. Подсветим. А, ну машешь рукой, я бачу. О. Бай-бай. Так. А я не размальованная, пробачте. І я така сьогодні. Ну. А чого я виправдовую? Слухай, нарешті, господи. Мені ж всіляке можна побачити, правда? Да. Я ж не за все Хорошої тему- дороги. Щиро дякую. Атя. Брачка. А чо? Ты... Правильно? Да, правильно. А, Ты це ж Грибнор дякую. зараз Ирги Штруксим. Путіний. Но все. Чудовно. Я ей сказала, что мы еще когда-нибудь куда-нибудь выкинемся. Чудовно. Откинемся. Все, подорожничаємо удвох. Так, сейчас мы во Але дворе... я не буду вельмі довго Розвернемся. свою сябровочку експлуатувати, бо гэта, по-перше, гэта не пригожа. Тому що Все яна, пригоже. тому що яна, ну, ось мені допомагає таким чином. Насправді, гэта вельмі, я у іншій країні, я тут амаль нікого не ведаю, і у мене альбо я, Уже ведаешь. так, альбо у отелі зараз би лежала і з вами у чатах висела, що, ну, не менее цікаві, але все ж таки я у Вільнюсі побачила багато чого. Тому, ну, гэта Боже, кльово. если бы у тебя было бы не обучение, мы имели бы вот полные дни с тобой покататься. Вот мы с Алексеем, мы за один день мы успели очень много просмотреть. Тебе надо просто, вот если будешь иметь возможность приехать, мы с тобой пройдем очень много разных интересных вещей. Я тебе хочу завтра показать вот, Республику Заречье, что мы с тобой вчера говорили. Так. Также я тебе очень сильно хочу показать этот костел, что я тебе говорила, в стиле барокко. Но там такая красота внутри, там столько деталей. То есть ты заходишь внутрь, просто ты... Вот я скажу так, что я тоже человек полностью неверующий, но там у меня просто вот от красоты челюсть отвисает. Ну, как вот вчера я рассказывала. Так. Вот. Так, теперь... Так что завтра Может, подорожничаем. не туда поехал. Это я тебе заболтала. Нет, сейчас я развернусь, и мы поедем туда, куда надо. І завтра пойдемо по магазинах, але я, напевно, не буду стримити з магазину, тому що це не цікаво. У нас не очень это разрешается. Так, у Менску так само, тому У стримую. нас могут просто, ну, как пройдет охрана и красивенько попросит убрать камеру. Ну, я розумію, у нас те ж саме. Нельзя здимати у торгових помешканнях. Вот мы должны были ехать туда, куда заворачивает автобус. Как раз я хочу вот тебя провести мимо того мемориала, что вчера рассказывала, где много имен на ключах Так, написано. Балтийская дорога. На жаль, увечері все здимаю, вже пробачте, але ну, мені і так часу амаль нема. Я ще ніяк вибираюсь. Я не розумію, чому, от що цікавого може бути у отелі. Я тоже не понимаю, поэтому я вот поэтому никогда не выбираю дорогой отель, потому что я знаю, только мне туда надо прийти, поспать, Так. помыться, все.
все остальное время я вот где-то в городе. И поэтому я вот когда даже куда-то уезжаю, для меня вот нормально, что я возьму гостель, что я заплачу там каких до 10 евро і буду просто А от якщо себе спати. знімати, теж заборонено, а питають, коли ти себе знімаєш? В магазине? Так. Ну, вот этого я не могу сказать, потому что я как бы в магазинах я не слишком пробовала все снимать. Мені здається, так само буде не вельми цудоўна, тому що ўсё роўна ідзе здымка. У Менску гэта забаронена, калі ты бачыш, што ёсць налепка на дзвяры, што здымаць забаронена, ну, лепей гэтага не рабіць, тому што, ну, могуць пакараць за гэта. Боже, я так хочу много чего тебе показать, если честно. А як я хочу паглядзець? І я ж разумею, мне разумееш, так мало часу. Так, хорошо, поедем еще, прокатимся чуть-чуть. Я тебе покажу все, что я хочу тебе показать. Ну так вот, Ай, подожди, ладно, я набрала. Поедем через другую дорогу. Гэта яна зараз што зрабіла? Я Да. перестроилась, я просто мой Google Map поменял маршрут. Навигация по-другому пошла. Я была в Украине останні раз, і у мяне аднаўленне пашло карты, і яны загрузіліся на украінскай мове. Крысці кажуць, калі зараз умыкаю свае карты, яны мне путь і шлях пачынаюць казаць украінскай мовай. Ідзеш так па горадзе, ну, не ведаеш, куды ісці трэба, умыкаеш свой мэп, і яна: "Павярніць, будь ласка, направо. Чи вам засталося 200 метрів?" І Ну, я йду, і как мені- бы я поняла все. Не складана, розумієш? Асабліва, коли ти чуєш її некаторий час, слово яны перакладаюцца аўтаматычна. Я вельмі хутка пачала беларускай размаўляць, а украінскую, ну, трохі трэба было пацягнуць, тому што мяне практыкі не было. Я амаль не размаўляла з украінцамі, толькі выключна з сваімі сябрамі, а колькі я там, ну, один раз на месяц кому-нибудь зазвоніш і ўсё. А тут, калі я сутыкнулася з гэтым, так. Порушуємо, дівчина, порушуємо. Полоса була: "Ні, ти нічого не бачив." Это что? Написала, що ти нарушаєш, дівчинка, нарушаєш. Я? Полоса була. Ай, ну да, была полоса, но... Google Maps дозволил. Как сказать, я не знаю, как у вас, но у нас вот иногда шутят, что законы есть для того, чтобы их нарушать. А если не пойман, то не вор. Вот. Ось так. И это мне всегда Смуга. мой начальник говорит: не пойман, не вор. Поэтому я косячу, когда он не видит. Мабуть, трошки чуть-чуть можна, тому що Можна. пишуть, що так, вельми треба бачити. Вже пробач, я така диколупливая. Да. Пробачте, ну там так, у нас відривається сьогодні дощ іде, тому, ну, і здимка така. Але Ну, я хотя бы дочекалася. тепло. Так, не тепло. Едем у дорозі, трохи між собою розмовляємо, тому що є що обміркувати. У шокі від нашої ситуації у Білорусі абсолютно усі. Тому підписуйтесь на канал Хелен Мінська у YouTube. Ми там розповідаємо політичні теми, обмірковуємо так само Що українські таке смуга? питання. Смуга. Ну, коли не помиляюся, ну, туман, Ага. ну, дренно бачить. Смоук. Ага. Димна і, ну, смуга. Да. Але я паралелі просто провожу, тому що я не ведаю дословний переклад смуги. Я по аналогії. Тому, коли помиляюся, можете написати. Сьогодні, до речі, нормальне відео, яно не скача і гукає. Коротше, я апгрейд роблю, мені вже все отримується. Ось. Хорошо, надо тут перестроиться. Зараз будемо тинц-тинц робити. Ну, видиш, я коли автошколу скончувала, знаки по знаках я бачу, що нічого у вас такого особливого і нема. Все знайоме. Все, да. И я когда ехала, я вообще даже не парилась, то есть, ну, у вас. Мне вот только, говорю, меня только смущало именно трамвайные рельсы. Так. Я сама їх не люблю, тому що ти коли не вельми скоро рухаєшся, а скоро не будеш рухатися, тому що ти можеш собі шишку Колеса набити сломать, на да. колесі. Так. Так, ладно, мы не нарушаем, никто ничего не видел. Ничего не видел.
как раз вот сейчас мы проедем. А, запотіла. Ну так, смуга, ну нічто так, писать, що запотіла трохи стекла. Так, ну, ми зараз його... Неправда, чого не запотіло, нічого ми не пили. Я Я не могу за рулем пить, потому что будет ой-ой-ой. Мама пише нашим бімітам про це ведать. Мені здається, це про порушення закону трошки. Ну, ми там, мені здається, не сильно і ми зробили. Мы чуть-чуть. трошки. Чуть-чуть. Зовсім трошки. Вот. Сейчас вот будет стена, вот этот как раз мемориал. Так. А, нарешті, сябри, да. Я вчора показувала Вот, я его проезжала. меморіал. Угу. Это Балтийская дорога. Далеко. На каждом из кирпичике написаны имена людей, которые стояли именно в этой Балтийской дороге. Вельми дренно бачить, але я впевнена, завтра ми так само тут напевно будемо, так? Будемо проїжджати? Можем проехать, даже можем остановиться и пройтись. Так, завтра пройдемося, тому що, ну, по-перше, зараз увечері там вельми дренно бачить. Там стіна є з цегли, і на кожному з їх написані ім'я. Розповідайте про цю історію, ти мені вчора розказувала про її. Да, в 91 году была Балтийская дорога, протест против Советского Союза, когда Литва, Эстония, Латвия показали, что они готовы, ну, быть едиными странами, которые будут противостоять и уходить от Советского Союза. И все люди, которые вот стояли, на каждом из кирпичиков, которые мы видели, написаны их имена, то есть каждого отдельного человека. То есть для каждого отдельного человека отдельный кирпичик выделен. Там литовці або усі? Литовцы, латвийцы, латыши и эстонцы. Так, і не блитайте. Нема латвійців, є латиші. Латыши, да. Я вроде Их справилась. ображаю. Так, ну не, я тебе не поправляю, потому что я не выправляю, потому что я в Беларуси литовцы и латвийцы. А я кажу, я завсюди виправляю, тому що я кажу, немає, не існує латвійців, є латиші. Да. Це інше, ну, по аналогії, видиш, як високі, все ж приєднає до одного. А то, что есть Я этничные хочу корни. тебе показать один из таких торговых центров, которые именно вот очень среди белорусов известный центр торговый. Мы ранее до вас ездили на закупы. Да, вот именно этот центр я хочу показать. То есть, если вы сказать, допустим, Акрополис, то вот много белорусов, ну, буду знать, кто вот именно ездил сюда. Потому что уже в Акрополисе ты можешь найти все. Напевно, это гипер. Ну, как у вас, допустим, есть галерея, Галилео есть, да? Так, галерея есть, и галерея, И там еще какие-то есть, я, честно говоря, не очень слишком запомнила название. Просто вот Галилео, галерея, я в них была. Галилео, это Галилео. На вокзале, который. Так, на вокзале. Ну, зараз шмат великих центрів насправді. Я навіть не буду казати, які, тому що, ну, по городі ти бачиш тільки цих монстрів і не стоять просто. Вот, тоже Храм ОЗАС, великий. один из самых таких, ну, тоже крупных центров торговых. Слухай, трошечки йти, а ми його будемо проїжджати зараз. Сябри, Грета каже, що треба їхати, ну не у ОЗАС, а Да, напевно на Акрополис. на В Акрополь. ОЗАСе, в принципе, ты тоже много чего найдешь, просто Акрополис, он уже как такой центр, который уже, ну, более известный, наверное, среди белорусов. Я не знаю, как насчет ОЗАСа, но я вот знаю, что вот здесь приезжают, закупаются. Приезжали, я не знаю, как едут, не едут. Зараз ні, тому що, ну, мені здається, складана ситуація і гроші, розумієш, все дорожче, а зарплатня вона на місці стоїть і не рухається ніяк. Інфляція вже який год, а ми все у рамках зарплатні. Вот, мы как раз вот теперь проезжаем Акрополис. Я бачу. Білорусі відають, напевно? А, и также в Икею там есть. Ой, Ікея, я б сама з'їздила в Ікею. Если Але не зараз. не зараз, наверное, мы когда вот в следующий раз будешь, мы Да. сможем подъехать. Я Ікею вельми люблю. Я ікейшниця. Так вот, в следующий раз мы тогда туда и сгоняем. Я обожаю їх талерки, стакани. Мені завсюди я за Ікею, тому що мені, ну, і не креативні, і цікаві такі і для дітей.
всякие мороженицы, такое, знаешь, Да, мелодия. потом пару фишек еще научил нашу Икею. Да? Да. Клево. У нас здесь, если пошел в Икею поесть, потом ты можешь, ну, допустим, купил напиток какой-нибудь, да, вот ты платишь только за кружку, Так. а потом в неограниченном количестве можешь ходить там что-то еще Ну, у доливать нас себе. такое в Да. Бургер Кинг. А, я этого не Есть. знала. Ну, гэта адзінае кафе, якое такое робіць. Але мы ведаеш, што адбылося у першы дзень у маём раёне адкрылі гэты Бургер Кинг Мгм. і папёрліся мужики з 5-літровікамі набіраць колу, спрайт. Такі сорам быў, пашло па медыа. Блін! Ну слухай, ну такое лахабродзе, разумееш? Ну так сорамно было. Ну што, у цябе няма на літр гэтай вады грошаў? Ну смешна просто. 5-літровыя бутылі, нейкія каністры цягнулі з сабой. Ну, да. Купляли гэты стакан, о, боги мае. Так сорамно было, думаешь, ну, каменны век, разумееш? І я не люблю гэтыя сеткі там. Але у Ікеі вельмі смачныя пірожанкі, я ведаю. Вельмі смачныя. Трохі запацівае. Яно не запацівае, гэта яно зоўнішняе, гэта не знутры. Тут усё добра. У меня просто, если сейчас попробуем... Не треба, нормально. Просто у Я меня бачу. эти дворники уже чуть-чуть надо менять, поэтому он уже не прочищивает, а размазывает. Нічого. Ми виживемо. Кстати, сейчас мы тоже проедем такую улицу одну, ну вот как раз по дороге к отелю. Там, где тоже как бы ночью я бы, наверное, не советовала бы ходить у нас. А ведаеш, з такими сябрамі, як ви, я упевнена, що я уночі одна не застануся просто. Нет. Ось. Поэтому я тебя сейчас привезу прямо к отелю. Офігеть. Я просто сьогодні на релаксі, 100%. Трохи цяжка лекція була, тому що складана така, тому що, видиш, питання, які ти не обмірковуєш ні з ким, і ти у групі є люди свідомі, є несвідомі, ти несвідомий. І яны у темі, яны ведаюць, аб чым мова ідзе, а ты пастаянна даганяеш мозгам, о боже, що там такое адбывалася, як гэта ўсё зразумець. Вось, і плюс нам давалі яшчэ хатняе такое. Я насправді зараз павінна сидіти і робити задання, а не кататися по городі з гэтай і абмяркоўваць Вільнюс. Нам дали хатняе задание, мы сегодня вечером повинны. Кажется, кто-то сегодня спать не будет. Не, я буду спать, потому что я ведаю, про что писать. Я 10 годов была студентом. Я все фишки студентские знаю. Ведаю про ваши. Да, я тоже знаю. Тому- Я была одна из плохих, ну, то есть не по плану оценок, а по плану того, что я домашнее задание никогда не делала. Полностью. Никогда я не знаю, наверное, это, скорее всего, такая очень сильно большая удача, но ну, то есть человек фартовый. Я сдала, я никогда не готовилась к экзаменам, я приходила и просто их сдавала. Такая же самая история. Я легко-легко И экзамен я также таким же самым образом написала свою дипломную работу. Я думаю, там пугали, что будет тяжело, не тяжело. То есть, ну, очень сильно пугали. Слухай, у меня цікаве питання до Да. тебе. Чи можна у вас купити диплом? Дипломную работу. Не сам диплом, не корку, а... Дипломную работу Так. можно купить. Только надо знать места. Надо это вот в интернете читать, смотреть. Мгм. Я не знаю, я писала сама. Я сама писала, але я веду, що купляють. Есть, которые покупают. Честно, на втором курсе нам надо было проект писать, то мы его купили. Давайте я вас трохи до нас перемкну, тому що такий дощ і нічого не видно. мы тут Я опять на втором курсе, у нас вот была группа 4 человека, нам надо было написать проект, и мы просто не имели ни физически, ни время, ни сил, ничего не имели. Мы его покупали. Мы платили 200 евро, и за нас написали проект. Дипломная работа, как я слышала, не стоит дороже. Но, честно говоря, я не знаю, потому что я писала сама. Вот, как-то вот так. Вот. Я просто думала, що я ведаю з боку європейських своїх сяброў, які пишуть роботи, і вони кажуть, що вельми складано з покупкою, тому що ведають викладачі, де чия робота, і вони відчувають, як пише студент, і тому ловлять на це, насправді. Я думаю, для этого, допустим, даны те же самые рефераты, да, допустим, преподаватель, он
как он выучивает стиль писания студента. Мгм. И думаю, Так. потом уже сможет он распознать, это или его работа, или не его работа. Гэта то, што датычыцца адукацыі. Ну, мне просто цікава было, тому што у нас ёсць в інтэрнэце вельмі багата аб'яў наконт таго, што зробім там кантроль, не зробім, а дапаможам напісаць контрольную работу альбо дыплом. Я нават дысертацыі бачыла, што пішуць, то бок, ну, Да, у нас вот даже, ну это я понимаю, да, вот насчет вернемся к той теме, что преподаватели. У нас такой преподаватель был очень суперский, он всем нравился. То есть он мог сказать все прямо в лицо. Он мог сказать матом. Ты принесешь ему работу, допустим, дипломную на проверку, он скажет, ты дебил и написал хуйню. ось так. До такой степени, да. У нас очень много отлетало работ, которые вот именно он проверял. На дипломную работу, когда мы пришли уже, мы знали все, что он будет смотреть жестоко, очень сильно. І гатаваліся. Да. И он пришел уже на прослушку дипломных работ, и он просто выдал такую фразу. Можете падать в обморок, я подожду. Вот. Наша экскурсия с тобой заканчивается на твоем Так. отеле уже. На моїм отелі. Я бачу Хольдин. Я приїхала, я бачу свій отель. 5 зорочок. Да, ось тут я, ну зараз світлофар, ось тут я живу, зараз ми трохи ближче під'їдемо. Цудовне місце, насправді, комфортне, кльове, пригоже. Я щиро дякую моїй сяброки. І ми зараз, Мы напевно, с тобой еще минут 5 посидим. Так, ми хорошо? зараз вже будемо з вами. Зараз ми станемо де-небудь. Да, я там остановлю на Так, остановке. я бачила, там парковка є. Ми станемо Да, зараз на парковке мы. і будемо вже казати до побачення, тому що кому-то треба йти писати роботу, тому що я відфілонив сьогодні в ці часи Ні, ми і з треба тобою. доганяти. І ми ще поміж собою Знаешь, трошки что мы, порозмовляємо. да, трошки еще поразмовляем. Не на камеру. І є дівчина закрита. Так, подожди, мы теперь с тобой сейчас встанем. Сябры, я вам кажу до побачення. Мені вельми було приємно, що ви були со мною. Я завжди кажу, навіть коли со мною один чоловік, це офігенний плюс. І бонус. До побачення. Давай зараз я перемкну, і ми будемо завершувати наші такі маленечки. Извини. Нормально. Все, до побачення, я вас люблю, обнімашки. Живе Білорусь, слава Україні і слава пригожій Литві.